بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. Уважаемые братья, по воле Аллаха Субхану мы продолжаем уроки по толкованию Корана. На предыдущих уроках мы описывали суру Аль-Бакара, и мы дошли до 20-го аята, иншаллах. А на этом уроке, иншаллах, мы расскажем про последующие аяты этой же суры. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. О люди, поклоняйтесь вашему Господу, который сотворил вас и тех, кто был до вас. Может быть, вы защитите себя. Или чтобы вы боялись Аллаха Субхану ва Тааля. Это буквально перевод этих аятов, уважаемые братья. В предыдущих аятах Аллах Субхану ва Тааля рассказал про положение неверующих, про положение лицемеров, про их наказание. Привел притчи, в которых Аллах Субхану ва Тааля описывает, каково положение лицемеров в этом мире, в мире ином судный день. Здесь же в этих аятах Аллах Субхану ва Тааля обращается к ним. Обычно в тех аятах, где Аллах Субхану ва Тааля говорит «Я айюхан нас», «О люди», здесь обращение идет к не мусульманам. А к мусульманам, к верующим, Аллах Субхану ва Тааля говорит «Я айюхаллазина аману», «О те, которые уверовали». И в этих аятах, как бы Аллах Субхану ва Тааля обращается адресованно к лицемерам и к неверующим. И им говорится то, что поклоняйтесь Аллаху Субхану ва Тааля, ибо Он сотворил вас, создал, и ваших предков, те, кто были до вас. И посредством этого поклонения Аллаху Субхану ва Тааля они защищают себя от наказания Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. В этих аятах Аллах Субхану ва Тааля говорит о своей единственности, в сотворении всех творений, их предков тоже, уважаемые братья, и управлении этим миром, которое очевидно для разума и в обязательность которую для Аллаха необходимо верить. Аллах единственный Творец. Он является лишь Творцом, и лишь Он может помочь либо навредить. И разве кто-то, кроме Аллаха, заслуживает такого, того, чтобы его боялись? Нет, конечно, уважаемые братья. То есть человек, он должен бояться, поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля. И здесь идет обращение к немусульманам, к лицемерам и к неверующим. Следующий аят, 22 аят. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. Это тот, который сделал для вас землю ложем, а небо крышей, и низвел с небес воду, и посредством этой воды взрастил плоды для вашего пропитания. Не предавайте же к Аллаху Субхану ва Тааля равных, в то время как вы знаете, то есть осознанно не предавайте. Если мы еще раз посмотрим, Аллах Субхану ва Тааля это Творец, который сделал для вас землю ложем, небеса кровлей, крышей, низвел с небес воду, и посредством этой воды взрастил для вас, для вашего пропитания всевозможные плоды. Поэтому не предавайте Аллаху Субхану ва Тааля сотоварищей, будучи зная. Потому что лишь один Аллах Субхану ва Тааля является Творцом, и ему нет равных и подобных. Если мы придем к толкованию этих аятов, Аллах Субхану ва Тааля сотворил всю вселенную нашу, целиком, каждую ее часть, в отдельности, сделав окружающий мир таким, что мы можем пользоваться его благами. То есть земля для нас, уважаемые братья. В своих интересах наших. Аллах сделал землю для нас плоской. То есть для человека ему кажется, что она плоская, да? Но земля имеет шарообразную форму. И Аллах Субхану ва Тааля сделал так, что мы можем ходить по земле, уважаемые братья. Он не сделал так, чтобы мы жили на воде.
То есть земля, она не такая мягкая, как вода, и не такая твердая, чтобы вообще нельзя было что-либо сажать, либо удобрять. А земля для нас, она, альхамдулилля, мягкая, уважаемые братья, что мы можем на ней строить дома, ходить и так далее. Это тоже благо Всевышнего Аллаха Субхану. Коран описывает землю с точки зрения обычного человека, поскольку именно то, что он видит в обычной жизни, и служит для него знамением, что Аллах Субхану единственный Творец, устроивший всю Вселенную, все в наилучшем для человека виде. К этим знаменам относится и форма небес также. Она имеет такую куполообразную форму. И она украшается облаками, отблесками солнца днем и драгоценной россыпью звезд ночью. То есть нам кажется, что земля плоская, и небеса над нами, она имеет шарообразную форму, куполообразную форму, уважаемые братья. Днем она украшается облаками, а ночью она украшается драгоценной россыпью звезд, уважаемые братья. И это о чем говорит то, что это тоже благо Аллаха Субхану, и это тоже творение Аллаха Субхану. Аллах Субхану сотворил это все. Также и одно из самых важнейших чудес и знамений – это вода. Вода, которую Аллах Субхану в этом аяте сказал, то, что Он не сделал ее с небес. Ее ценность, она очевидна для каждого человека. Вода – источник жизни. Без нее человек не смог что-либо засеять на земле и обрабатывать чего-либо. То есть вообще жить без воды очень тяжело, уважаемые братья. Неоднократно в своем писании упоминают про воду. То, что вода – это тоже Аллах Субхану, удел Аллаха, риск Аллаха, посредством которого человек, он обогащается, растет, уважаемые братья, и пользуется этим. Без воды любые человеческие условия в области сельского хозяйства окажутся тщетными. Это очевидно любому человеку. Все это указано на то, что никто не может быть достоин поклонения, кроме Аллаха Субхану. В этом инна фи залика ля аяти ли кауми тафаккарун, как говорится в других аятах, во всем этом есть знамение, то, что Аллах Субхану, да, Он лишь Творец. Это все, конечно, знамение для разумеющих людей. Не для неразумных, какие бы притчи им не показывали, о чем ни говорили бы, им все равно. И если мы посмотрим на порядок повторения, да, на порядок, то есть в этом аяте, что Аллах Субхану в первую очередь приводит, а потом что? То есть Аллах Субхану для нас в этом аяте сказал, сотворил для вас, то есть землю сначала, да? Не землю, уважаемые братья. Это говорит то, что земля была создана до небес. Если мы посмотрим начало аята, то Аллах Субхану говорит то, что Он сотворил вас, аллади халакакум валладина мин кабликум. Аллах Субхану тот Творец, который создал вас самих и ваших предков. То есть обычно, да, то есть человек, он в первую очередь о себе думает, а потом о своих предках, да, то есть это последовательность не случайно, уважаемые братья. Потому что самый близкий для человека он сам, в первую очередь, потом его потомки, потомство. Здесь, как мы сказали, обращение идет к неверующим и к лицемерам тоже. А потом наша земля идет полностью, которым пользуется обычно. И здесь также, да, идет небо. Но, уважаемые братья, после неба идет вода. И именно эта вода, она с небес к нам. Аллах Субхану их не спасает с небес. И посредством воды мы уже пользуемся плодами и все, что растет на земле. Посредством дождя это все происходит. Это тоже благо Всевышнего Аллаха Субхану. То есть порядок об этом говорит. То есть Аллах Субхану создал нас, наших предков, создал нас землю, небеса, низвел с небес воду, и посредством воды Он взрастил все возможные плоды для нашего пропитания. То есть это все, на что указывает? Это все указывает на то, что лишь Аллах Субхану Творец, лишь Он, уважаемые братья, достоин поклонения. Лишь Он истинный Творец, уважаемые братья. В следующем аяте أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. Если вы сомневаетесь в том, что мы не спаслали нашему рабу Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, то приведите подобную, хоть одну суру подобную Корану и призовите ваших свидетелей помимо Аллаха Субхану, если вы являетесь правдивыми. В этом аяте Аллах Субхану бросает вызов уже неверующим. Хоть одну суру, не целиком Коран, а хоть одну суру подобную Корану, и если вы сможете, если вы говорите правду. Толкование Всевышнего Аллаха Субхану в этом аяте доказывает пророческую миссию посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, бросая вызов всему человечеству
со времени ниспослания этого аята и до конца судного дня, то есть до конца мира. Аллах предлагает им самим написать что-то похожее на Коран, если они не верят в божественную природу откровения. То есть они считали лжецом, лицемеры, многобожники считали лжецом нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И тогда Аллах сказал, бросив им вызов: а сможете ли вы, приведите хоть одну суру, не целиком Коран, а одну суру хотя бы. Они не смогли, уважаемые братья. Хотя арабы жили во времена поэзии, когда поэзия была на наивысшем уровне. Как у нас самих тоже, у кыргызов, уважаемые братья, было время при Союзе, до Союза, то, что люди, писатели, они, поэты, писали, описывали лишь воду 7 дней, 7 ночей. Представьте, не спя, да, буквально, они описывали, они восхваляли воду обычную. Вот представьте. И арабы тоже жили в таком времени, когда поэзия, она была на такой высшей степени. Одна поэзия и плод, то есть они думали об этом, да, то, что это тоже кто-то сочинил. Если бы Коран был бы поэзией, либо плодом литературной фантазии, как утверждают некоторые невежды, то поэты и писатели, они бы смогли бы сочинить, но не смогли, уважаемые братья. В каком веке они жили, никто не смог и не сможет сочинить аяты, подобного Корану, уважаемые братья. Хотя бы одну суру. Самая короткая сура в Коране — это сура Каусар. Из 3 аятов она и буквально 1,5 строчки в этом. Даже подобную суру Каусар они, уважаемые братья, эти поэты не смогли сочинить. Если мы посмотрим то, что здесь Аллах Субхану бросает вызов. Кому? Неверующим. И этот вызов уже была последней ступенью, ступенькой, уважаемые братья. До этого Аллах Субхану трижды бросал вызов. И это не говорит то, что, как бы, уважаемые братья, Аллах бессилен наперед, нет. И слово «бросать вызов» имеется в виду то, что он им задает вопрос и сам же опровергает Аллах Субхану. Иначе говоря, то, что они не смогут сделать таким образом, сочинить, потому что калямуль мулук, мулукуль калям, слова владыки являются владыкой всех слов. Сам Творец всего сущего Аллах Субхану, его слова также стоят на наивысшей степени перед всеми другими словами. И мы, если посмотрим коранические аяты, которые здесь последовательность, то есть вызов. В этом аяте, в первом аяте говорится: «А'уду биллахи мин шайтани раджим, куль фa'ту би китабин мин индиллахи хуа ахда минхума аттаби'уху ин кунтум садикин». Скажи им, Мухаммад, многобожникам, неверующим, лицемерам, принесите книгу от Аллаха, которая была бы более верной, чем эти 2 книги. Книга — это Коран и Таурат. И если я последую за этой книгой, за ней, если вы говорите правду. Вот представьте, здесь есть вызов, уважаемые братья, принесите книгу, которая будет вернее, чем Коран и Таурат. Я последую за ней. Но они не смогли принести такую книгу. Вторая ступень, второй уровень, Аллах Субхану также обращается: «Кулля иниджтамаатил инс валь джинну аля айяту бимисли хазал Кур'ани ла я'туна бимисли валау кана ба'духум ли ба'дин захиро». Скажи, о Мухаммад, даже если все люди и джинны соберутся вместе, чтобы сочинить нечто подобное этому Корану, они не смогут сделать этого, даже если они будут помогать друг другу. То есть они не смогут. В первом аяте было: приведите такую книгу. А здесь идет то, что если все человечество и даже джинны соберутся вместе, чтобы сочинить подобный Коран, уважаемые братья, помогая друг другу, они не смогут этого сделать. Третья ступень, третий уровень. Это аят последующий. Другой аят в Коране. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. Скажи им, Мухаммад, принесите 10 сочиненных сур, подобных этим, то есть подобных кораническим сурам, и призовите, кого сумеете, помимо Аллаха, если вы говорите правду. Конечно, они не смогли этого сделать. Вначале говорилось, что приведите одну книгу целиком. Также в следующем аяте тоже подобную суру. Здесь говорится 10 сур, уважаемые братья. Но этого они не смогли сделать. Тогда Аллах Субхану не спаслал этот аят, который мы прочитали, протолковали, сура Аль-Бакара. Принесите хоть одну суру, не 10 сур, не целиком Коран, а одну лишь суру, самую короткую, подобно сура Аль-Каусар. И позовите ваших свидетельств, помимо Аллаха, если вы говорите правду. И вызов по сей день остается без ответа, они не смогли. Никакой поэт, никто не смог сочинить подобные аяты, уважаемые братья, и не сможет. Ведь Аль-Кур'ан,
Коран является му'джиз, то есть этот Коран это такое благословение от Аллаха Тааля, которое заставляет человека быть, да, то есть в этом плане немощным. Человек никогда не сможет сочинить такого, потому что Коран не сочинен человеком. Коран является, чем, уважаемые братья, словами Всевышнего Аллаха Тааля. Никто не из арабов этой эпохи, той эпохи, которые достигли совершенства в поэзии, не осмелился на это, понимая, что Коран, который проповедует пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, не укладывается в поэтические рамки, которыми они привыкли мыслить. В нем есть мощь в Коране, энергия, которая способна оживлять и зажигать сердца, краткость и неподражаемое красноречие Аллаха Тааля, и изучение, и звучание, которое наполняет глаза слезами. А в других словах, какие бы они красивые не были, о любви и так далее, песнях, поэзиях, в них этого всего нету, так как это не является Кораном. Следующий аят. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله العظيم. А если вы этого не сделаете, а вы никогда не сможете этого сделать, то есть привести одну суру, подобную Корану, то бойтесь же адского пламени, уготованного для неверующих, растопка которого будут люди и камни. Если вы не сможете этого сделать, то есть привести пример, суру одну подобную, а вы никогда не сможете, то бойтесь огня, растопка которого будут люди и камни, уготованные для неверующих. Толкование. Всевышний Аллах уже вынес заранее приговор этим людям. То есть люди никогда не смогут привести подобную суру, подобную Корану, уважаемые братья. Хоть один аят никогда не смогут. Они никогда не смогут сочинить что-либо подобное Корану. Поэтому пусть они страшатся ада, в котором их будут вечно сжигать вместе с идолами из камней, которые они поклонялись. То есть в аду, уважаемые братья, рассопка ада, джаханнама, будут не дрова и не уголь, а камни и люди будут рассопка. Вот представьте. И человеческое тело будет в аду очень большим, чтобы она больше вкусила эти наказания. Конечно же, во всех аятах, где говорится о наказаниях в аду, в джаханнаме, есть упоминание о рае, уважаемые братья. Если я не ошибаюсь, в 77 местах описывается положение неверующих в джаханнаме, а также она сопоставляется положением верующих уже в джаннате, уже в раю. Поэтому, иншаллах, для кого-то достаточно аяты, которые рассказывают о рае, уже, братья. Для кого-то это недостаточно, и им нужно обязательно увещевание, наставление, чтобы, то есть положение джаханнама тоже, чтобы они от этого отстранялись. Всевышний Аллах в Коране в другом аяте сказал: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. Вы и то, чему вы поклоняетесь, помимо Аллаха Тааля, будут растопкой джаханнама, в котором они будут вечно. То есть в котором они попадутся. Если, то есть в этом аяте открыто сказано то, что многобожники, которые поклоняются идолам, они и то, чему они поклоняются, они будут в джаханнаме, в котором они будут находиться. И это аят также служит доводом на то, что рай и ад уже созданы, уважаемые братья, и существуют в настоящее время. Ведь Всевышний Аллах сказал в этом аяте то, что про ад, то, что приготовлено для неверующих. То есть у'идда лиль кафирин, как в других аятах говорится, ад приготовленный для неверующих. А про рай в другом аяте сказано: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Спешите, о люди, спешите к прощению вашему Господу, также к раю, ширина которой равна ширине небес и земли, уготованному для богобоязненных. Говорится в другом аяте. Это все доказывает о том, что рай и ад уже созданы, уважаемые братья. На этом, иншаллах, сегодняшний эфир мы заканчиваем. В этих аятах, как мы рассказали, уважаемые братья, идет описание для кого? Наказание для неверующих, обращение к неверующим, к лицемерам тоже. Потому что на предыдущих уроках мы рассказывали то, что пример того лицемеров, каково положение будет в этом мире, в мире ином. В этих же аятах призыв этих неверующих. Уверуйте же в Аллаха Тааля, который создал вас, ваших предков,
создал для вас землю, сделал землю для вас ложем, Он создал небеса, сделал для вас небеса кровли, да, уважаемые, то есть землю крови, а небеса для нас крышей, уважаемые. Не звел с небес воду и посредством воды взрастил для вас, для вашего пропитания всевозможные плоды. Это о чем говорит то, что призыв всех этих неверующих. Если они разумеют, если они уверуют, то для них это будет благо, а иначе они окажутся растопкой для джаханнама. Пускай Аллах Субхану упасет нас всех от адских мучений, откроет наши сердца, даст возможность понять истину, уважаемые братья. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.